Это заседание уже 5-е по счету. За 20 дней проделана довольно большая работа. Глава правительства Беслан Барцыц собрал представителей всех служб и ведомств в Гудауте, чтобы еще раз расставить приоритеты и выяснить, как идет работа по восстановлению жилья пострадавших. Мы с вами на прошлой встрече обсуждали, что необходимо крайне оперативно, даже не дожидаясь еще сметной документации, потому что впереди дни такие холодные начинаются, непогода нас ждет, и дожди могли залить кровли домов, оконные проемы и так далее. Поэтому было дано такое поручение, чтобы оперативно начать восстанавливать жилье пострадавших. Еще раз повторюсь, изначально у нас были одни цифры, одно количество домовладений, но в итоге, когда уже более детально комиссия начала работать, к сожалению, масштабы оказались совершенно другими. Более 5,5 миллионов выделено на оказание помощи отдыхающим, пострадавшим при взрыве. Кроме того, в 42 домах уже восстановлена кровля. На эти цели государство выделило Управлению капитального строительства более 20 миллионов рублей. Порядка 3 миллионов на компенсацию пострадавших автомобилей. Вы знаете, большое количество транспортных средств, в том числе тех, которые находились непосредственно у источника, у объекта посещения туристами, пострадало. Порядка 3 миллионов решением комиссии было выделено на компенсацию. Порядка 2 миллионов выделено на компенсацию людям, которые получили увечья, различные травмы и контузии вследствие взрыва. Это также было вынесено решением комиссии на основании заключений Министерства здравоохранения. Предметно по каждому человеку был индивидуальный подход. Суммы были разные, от 30 тысяч до 250 тысяч максимальная выплата была. Это те, которые получили тяжкий вред здоровью. Помимо этого, 1 миллион рублей нами было выплачено семьям погибших, по 500 тысяч каждой семье из погибших. Также мы взяли на себя все расходы, связанные с транспортировкой тел погибших в Санкт-Петербург. Это все. Также порядка 420 тысяч нами потрачено на реабилитацию одного из местных жителей, которому нужна была срочная операция. Мы в Краснодаре оплатили необходимые препараты, и порядка 420 тысяч мы перевели, чтобы это было понимание, да, в том, с чем мы столкнулись. Общая сумма, необходимая для проведения всех восстановительных работ, варьирует в пределах 70 миллионов рублей. Однако еще предстоит строительство с нуля 12 домовладений. Вывоз остатков боеприпасов и очистка территорий будет завершена в ближайшее время. Министерство обороны задействовало более 100 человек в этой работе. Сроки, установленные министром обороны, будут соблюдены, сообщил главе правительства заместитель министра обороны Владимир Ануа. Однако, по его словам, эта работа не окончательная, так как ее должны завершить специалисты по разминированию. Сейчас определяется место, куда позднее будут перевезены оставшиеся снаряды и другие боеприпасы. Военные пока продолжают охранять и вести полное наблюдение территории вокруг складов. Частные домовладения и приусадебные участки очищены от мин и взрывных устройств. Мы, если получаем информацию какую-то со стороны жителей, мы соответственно специалистам говорим, они решают этот вопрос, и практически на сегодняшний день со стороны населения нет никаких замечаний в этом плане. Работа идет нормально. Ущерб, нанесенный жителям села взрывами, по словам премьер-министра, колоссальный. Предстоит восстановить 172 жилья. Из них 50 – это квартиры в многоэтажном доме. Остальные 122 – частные домовладения. 12 домов решением комиссии подлежат сносу. Акценты были выставлены на те дома и квартиры, в которых реально сегодня проживают люди. Есть домовладения, квартиры, которые просто нежилые, поэтому мы их отодвинули чуть-чуть на поздний период. На сегодняшний день, по нашим расчетам, более 60% оцененного ущерба мы практически ликвидировали. Я не говорю о домах, которые восстанавливаются с нуля. Мы поставили задачу перед теми, кто работали, чтобы это было сделано максимально качественно, насколько это возможно в наших условиях Абхазии. Поэтому, независимо от того, там были деревянные окна, просто окна, домовладения все, скажем так, не первой свежести, мы все эти вопросы решаем настолько, насколько это позволяет ситуация, новыми технологиями, новыми окнами, стеклопакетами. В
Все восстановительные работы в многоэтажном доме будут завершены к 10 сентября. Что касается домовладений, здесь срок выполнения работ еще не определен, так как предстоит подготовить необходимую техническую документацию, провести экспертизу, после чего можно будет приступать к работам. Глава правительства дал поручение подготовить весь пакет документов и не затягивать с началом работ. Не откладывая на долгий ящик, как только ваши эскизные проекты и схемы будут готовы, я вам поручаю каждому домовладению, хозяину дома прийти с этим эскизным проектом и со схемой планированного строения, получить его согласие, пусть он распишется на этом, и сразу же даем команду строителям начать работы. Потому что, еще раз повторяю, сегодня у нас практически уже завтра сентябрь начинается, холода, что называется, в ближайшее время начнутся, чтобы Новый год они встретили в своих домах. Чтобы вы понимали, деньги мы найдем, главное, чтобы с вашей стороны не было никаких сбоев по... Я понимаю, что там строительство имеет определенные свои технологические этапы, там фундамент должен какое-то время там укрепляться и так далее. Поэтому сейчас время драгоценно для нас. Прежде всего для тех, кто пострадал. Они с нетерпением ждут начала. Многие из них единственные домовладения у них были. Им просто негде жить. Также глава правительства дал поручение в ближайшие дни провести обходы, встретиться с хозяевами домовладений, которые необходимо сносить. Специалисты должны ознакомить жильцов этих 12 домов с эскизами зданий, которые государство планирует отстроить на месте их поврежденных жилищ. Нисфа Аршба, Саида Гухава, Абхазское телевидение.